Я хочу в первую очередь сказать, что мне очень повезло работать в библиотеке, потому что я вот всю жизнь встречаюсь с очень интересными людьми. И Евгений Федорович, он особо близок к библиотеке. Вы все нам близки, мы всех вас любим. Но у него мама работала в нашей библиотеке библиотекарем. У нас с ним совершенно особая связь. 30-е годы. 30-е годы, да. И то, что вот всю жизнь мы с ним дружим, это еще результат, наверное, вот этого факта. Он приходил, альбомы у нас рассматривал, показывал нам фотографию своей мамы, очень красивая женщина. И как-то вот много общались на протяжении жизни. Сейчас он, правда, реже у нас бывает, наверное, забот других много, но раньше мы с ним очень много классно общались. И я искренне рада поздравить вас с юбилеем, Евгений Федорович. И вот такой маленький подарок от нашей библиотеки. Букетов много, они очень хорошо, но это надольше хватит вам. Всемирная история, иллюстрированная энциклопедия. Поздравляю вас. Надеюсь, что еще долгие годы вы будете нашим, он почетный читатель в нашей библиотеке, нашим почетным читателем. Евгения Федоровича близко знаю с тех пор, как он пришел сначала, правда, с исторического факультета к нашим студентам, тогда еще юридического факультета, читать лекции по истории Удмуртии. Ну а потом уже попозднее несколько перешел и вообще в штат нашего уже института права и безопасности, на кафедру теории государственного права. Ну а потом в связи с некоторыми обстоятельствами, чтобы усилить одну из кафедр, мы его на кафедру философии и социологии права перевели. И он учит наших студентов и очень много делает для того, чтобы у них воспитывалось чувство любви и к городу Ижевску, и к республике, и к университету. Здесь действительно видно, что Евгений Федорович огромное внимание уделил истории и города, его заводов, и нашего родного университета. Вот книга «Большая наука», она посвящена ученым университета, ну и республики. Поэтому действительно, вот когда студенты общаются с такой знаменитостью, почетным гражданином города Ижевска, а такое звание у нас редко присваивается, почетный гражданин города Ижевска, то, естественно, они испытывают и чувство гордости за своего преподавателя, за университет, за институт, в котором такие люди работают. И мне хочется от имени, прежде всего, университета, ректората, многотысячного коллектива и преподавателей, и студентов, аспирантов выразить огромную благодарность Евгению Федоровичу за его вклад в развитие университета, за подготовку специалистов и юристов, и выпускников других факультетов, поскольку я знаю, что и в других факультетах занятия в свое время. Сейчас вот не знаю. Тем не менее. И пожелать ему творческого долголетия. Я думаю, что еще немало Евгений Федорович напишет, и в следующий его юбилей мы уже в новом здании библиотеки будем выставку смотреть еще более представительную и радоваться успехам Евгения Федоровича. С творчеством Евгения Федоровича я познакомился 25 лет назад, и для многих, в принципе, отправной точкой в изучении нашего любимого города являются, естественно, книги Евгения Федоровича Шумилова. Если говорить вообще о творчестве Евгения Федоровича Шумилова, то можно перефразировать и сказать такую фразу поэта: как много пройдено дорог, как много сделано, и как много сделано конкретно представлено на этой выставке. Если говорить о количестве, то Евгений Федорович достаточно плодовитый автор, 24 книги у него сейчас на нынешний момент вышло, более сотни статей. Кроме того, мы еще очень с большим интересом в течение нескольких лет смотрели передачу из Шумиловской шкатулки. Была такая передача у нас на телевидении. Плюс еще радиоцикл. Евгений Федорович очень востребованный человек. Да. И вот непосредственно уникальные диски здесь тоже представлены. Если говорить об успехе Евгения Федоровича, за счет чего такой результат? Прежде всего считаю, что за счет огромного титанического трудолюбия. Если хотя бы кто из вас попробовал поработать с делами конца
18-го, начала 19 века, тот мог бы это почувствовать. Хотя бы один день. А Евгений Федорович занимается уже в течение нескольких десятилетий. У Евгения Федоровича, как у любого творческого человека, творческого, талантливого, есть оппоненты. Но я хочу сразу всем сказать оппонентам, как говорил у нас Райкин, критиковать может каждый, а критика должна быть конструктивной. Попробуй, пусть кто напишет лучше. Лучше пока не представлено книг, и вряд ли в обозримом будущем появится такого же уровня книг. Евгений Федорович внес очень большой задел, можно сказать, таким даже старательским термином, как копает глубоко и копает широко, то есть бьет огромными пластами. И можно сказать, что новым историкам, в принципе, только оглядываться на Евгения Федоровича, что Евгений Федорович упустил, потому что им сделано очень много. Евгений Федорович, вы как-то назвали нашу библиотеку эстетской. Нам это так понравилось, мы это восприняли как медаль. И стараемся этому соответствовать. И еще, Евгений Федорович, вы настолько нам помогали библиотекой, я уже не о сохранении библиотеки. Вы помогали вместе с вами, мы проводили такие первые мероприятия в городе. Помните, городские краеведческие вечера и православные беседы. Это же с вашей помощью мы с отцом Виктором познакомились, и куда приходило больше 100 человек. Я сейчас уже, пройдя столько лет, и удивляюсь, думаю, как это я могла осмелиться позвонить: Евгений Федорович, давайте мы это сделаем. И вы находили время к нам прийти. А помощь в сохранении библиотеки... Сейчас вам не дойдешь где-то там. А как хорошо, во Дворце культуры, библиотека, там такие огромные книги стоят. А вот помощь в сохранении библиотеки, мы ее считаем просто неоценимой, и это мы запомним надолго. И еще мне хочется отметить, знаете, вот Евгений Федорович пытается из нас в своих книгах сделать каких-то столичных жителей, понимаете? Вот не провинциальность, да, а вот чтобы мы гордились, что мы живем в городе с такой историей, и вот за этот столичный шик, который есть в ваших книгах, мы вам страшно благодарны. У нас в Удмуртии проживает 1,5 миллиона, примерно, немножко больше человек. 1 600 000. Так вот, было бы даже 10 миллионов, все равно Евгений Федорович бы выделялся. Он непростой человек, он очень видный. Он большой трудяга, можно трудиться не знаю сколько много. Но еще у него прекрасно поставленный ум, он логически хорошо мыслит, он хорошо очень свои мысли преподносит. Ваша школа. Это не моя школа. Поэтому я, как до сих пор я бы еще мог согласиться с школой, потому что у нас разница была большая. Мне уже 72 года, а вам тогда раньше было меньше 70. Теперь уже вам 70, теперь уже мы конечно. Энциклопедию Удмуртии это его дело, а я уж, как говорится, пристегнулся. Так вот я посмотрел несколько работ, 5 работ, выполненных вместе. Я знаю, что он всегда сделает качественно, хорошо. Даже редактировать можно, не редактировать. У него очень хороший слог, он красиво, четко, ясно пишет. Для машинисток одно удовольствие. В общем, я очень горжусь и рад, что я дружу с Евгением Федоровичем. Добрый день, Евгений Федорович. Вы знаете, вот говорят, что официально дали первые слова, чтобы мы знали. Я человек не приезжий, я родился в Ижевске, вырос в Ижевске, дети мои все здесь, и на Ижмаше я работал очень долго, потом на некоторое время ушел, вернулся снова на Ижмаш, и с огромным удовольствием имею честь поздравить вас, так сказать, от имени коллектива нашего, от имени читателей, которые прекрасно знают наши книги, то, о чем сказала Мила Тимофеевна. Вы знаете, это действительно так, когда читаешь ваши книги, проникаешься в какой-то дополнительный взгляд. Мало того, что мы любим ее только потому, что мы здесь живем, мы обожаем нашу, так сказать, республику, наш город, но читая, узнаешь все больше и больше. Вот знаете, если такая пословица, да, что склероз, это кажется, тишь экономика. Казалось бы, вроде все знаешь, но прочитав, вновь и вновь открываешь какие-то новые страницы. Я не буду зачитывать весь текст. Есть прекрасные слова, были уже сказаны. Прекрасные слова написаны здесь. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо от жителей, которым вы даете эту историю, даете понятие любви к своим малым родителям. Вы знаете, Володя сказал, что 15-20 лет. А Людмила Тимофеевна сказала, что МФО Ижмаш должен сподвигнуть вас на какие-то новые изыски в истории завода. Так вот, уверяю вас,
15-20 лет это мало, потому как месяц-два НПО «Режмаш» перестанет существовать. И будет существовать концерн Калашников. Нет, уже так, докладываю. И будет существовать концерн Калашников. Так вот, 100-летнюю историю концерна Калашникова опишите, пожалуйста. Дай вам для этого огромного здоровья. Ну и, конечно, от оружейников. Правильно кто-то сказал ружье, но это не ружье. Автомат. На самом деле. Это настоящий винтовка. да, совершенно верно. Это автомат Калашникова. На всех хватит. С его подписью Михаила Тимофеевича. Михаил Тимофеевич Калашников. Пусть он будет у вас. Долгий вот такой. И что могли вам? Внуков заставлю разбирать. Совершенно верно. На минуты, на секунды. Спасибо. Еще раз. Всех вам да. Уважаемый Евгений Федорович, примите поздравления от имени Комитета по делам архивов при правительстве Удмуртской Республики, от имени всех архивистов Удмуртии. Вы для нас человек не чужой, вы нам близкий человек. Вот меня лично всегда вас восхищала ваша необыкновенная энергия, ваше умение найти какой-то новый исторический факт, выкопать его в каком-то документе, подвергнуть сомнению, проверить и рассказать нашей общественности что-то такое, что раньше мы об истории Удмуртии, города Ижевска не знали. Вот здесь уже прозвучало о том, что Евгений Федорович выдающийся ученый, я бы еще подчеркнула его значение как популяризатора истории. То есть вот, ну, я, наверное, не очень с алгоритмом скажу, что именно имя Евгения Федоровича Шумилова наиболее известно из всех имен историков нашего края. То есть так популяризировать историю и столицы Удмуртии, и всего нашего края, наверное, не умеет никто. Много уже было сказано о вашем вкладе как исследователя, ученого, историка Ижевска. А я сидела и думала, что мне было очень приятно, когда юбилейный сюжет по телевидению снимался у здания Арсенала. Нас с вами объединяет любовь, по-моему, к этому. Да. Утром, да. Поэтому очень приятно, что вы выбрали среди своих любимых мест в Ижевске для съемки именно здание Арсенала. И поэтому думается, что вот в ваших качествах для меня вот самое главное — это качество борца и бойца. Хотя трудно вот представить, глядя на человека, казалось бы, из начала 20 века. Да? Дополните образ в белом костюме, шляпой и тросточкой, абсолютно чеховский тип. Да, чеховский тип, Евгений Федорович, но по внутренней сущности борец и боец. И в этом смысле не только на ближайшие, не знаю, 20 на 100 лет нам хватит борьбы за наследие города Ижевска. А сейчас задач так много, что, в общем-то, этим качеством еще найдется много применений. И библиотека, и дом Летушевича, и Нерайский дом, и еще много чего в Ижевске, чего нельзя дать испортить, погубить, и надо сохранить. Поэтому вот здесь, я думаю, сидят все ваши сторонники, бойцы вашей гвардии за это. У меня отношение к Ижевску, к родному, любимому Ижевску, у меня отношение как к своеобразному произведению искусства. То есть я сужу об истории по законам красоты. То есть красота, логика, рациональность, гармоничность. Вот как эпилог этой книги, новой книги, у меня целая главка «Умный город». Умный город, значит, вот красивый, гармоничный, рациональный и так далее, с какими-то замечательными людьми, ну, много вот тут таких соображений. И вот это такое эстетическое восприятие истории, ну, это я не могу сказать, что это какое-то методическое там открытие, но это мой принцип. Я искусствовед, через запятую можно, ради бога, там маленьким буквами написать краевед, который смотрит на Ижевск, да и на Удмуртию. Я патриот всей Удмуртии, и Лавош, и Мазунина, и Малая Пурга, мои любимые села, я о них много писал. И я считаю, что Удмуртия наша, столица, конечно, и Удмуртия вся очень интересна. Удмуртия, кстати, размером со Швейцарию. Так вот, в Швейцарии бывал несколько раз. Для меня Удмуртия намного интереснее, милее, чем вот эта вся такая вылощенная, гламурная Швейцария. Наша родина, наш край, и мы должны этот наш край и эту нашу столицу защищать, популяризировать и так далее. Вот мое такое ответное слово на все ваши восхищения, надеюсь, искренние и нужные, наверное. Спасибо.